В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Озвучу основные события уходящего дня. В Москве прошло заседание комиссии Госсовета России по направлению энергетика. Главная тема – развития атомной энергетики. Что реализуется, а что еще предстоит сделать? В самом центре Якутска снесли детскую площадку. Освободившееся место оккупировали автомобили. В ситуации разбирался наш корреспондент. Программа «Земский доктор» ежегодно пополняет кадровый состав сферы здравоохранения республики. О врачах Алданского района. Сегодня отмечается День необычных музыкальных инструментов. Расскажем о музыкальных инструментах народа Саха. Забег в Якутске национальных нарядах. Марафон Алонху. Якутск готовится к всероссийскому ультрамарафону. Росстат вторую неделю подряд докладывает о дефляции. За минувшие 7 дней рост цен замедляется почти до 9%. Основной причиной такой ситуации ведомство объясняет удешевлением плодоовощной продукции. За неделю цены на овощи борщевого набора упали на 4%. Заметнее всего стали доступнее картофель, лук, помидоры, огурцы и бананы. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,24%. В России с 1 августа вырастут пенсии у каждого работающего пенсионера. Чем больше официальный заработок, тем выше прибавка. Всего в России около 41 миллиона пенсионеров, из которых 8 миллионов работают. Именно они и получат прибавку. Перерасчет происходит каждый год. В Соцфонде России высчитывают, сколько заработал за прошедший год пенсионер и сколько уплачено страховых взносов. И, исходя из этого, начисляют пенсионные баллы. Чем больше официальный заработок, тем выше прибавка. Кстати, пенсия с 1 августа вырастет также и у тех россиян, кому в июле исполнилось 80 лет. А еще у тех, кто в июле ушел с работы или получил первую группу инвалидности. В Москве прошло заседание комиссии Госсовета России по направлению энергетика под председательством главы Якутии Айсена Николаева. Главная тема – развитие атомной энергетики страны. Что реализуется, что еще предстоит сделать, подробнее узнаем далее. Атомная энергетика – основа технологического суверенитета страны. Важнейший фактор энергетической безопасности. Россия – один из мировых лидеров атомной энергетики. Заседание проходит в год. В год 80-летия российской атомной промышленности. Быть лидером непросто. Еще сложнее позицию удерживать. На повестке вопрос. Первое – это о планах развития атомной энергетики в Российской Федерации. И второй вопрос о новых технологиях в атомной энергетике. Россия к 2030 году должна обеспечить технологическое лидерство в атомной энергетике и сохранить его на горизонте до 2036 года. Это задача, поставленная президентом страны. Уже стартовал нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии». Более того, утверждена энергетическая стратегия страны до 2050 года и схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Нам нужно создать больше мощностей, больше реакторов за ближайшие 20 лет, чем есть сегодня у Российской Федерации. Так, если коротко сформулировать, 38 энергоблоков разной мощности, целый ряд регионов сделать новыми точками присутствия атомной энергетики в нашей стране. В России появятся 7 новых атомных регионов. Челябинская, Томская, Иркутская области, Красноярский, Хабаровский, Приморский края, а также Республика Саха, Якутия. В Усть-Куйге запланировано строительство первой в мире наземной атомной станции малой мощности с 2 реакторами «Ритм-200Н». На самой станции начнутся работы по его возведению. Сегодня идут подготовительные работы. График работ на 2025 год у нас с Росатомом согласован. Его реализация позволит не только обеспечить постоянным, надежным энергообеспечением реализацию крупнейшего проекта по добыче золота на Кючутском месторождении, но и в целом обеспечить социально-экономическое развитие и поселков, которые прилегают к этому месторождению. Энергетики буквально протянут новую цепочку атомной генерации. Это фактически перезагрузка энергокомплекса страны. Задача не только по форме, но и по содержанию.
Электростанции атомные будут строиться по всей стране. Будут развиваться как атомные реакторы большой мощности, средней мощности, так и малой мощности. Малой мощности – это вот как раз для Дальнего Востока, для Якутии очень приоритетные проекты, которые будут разрабатываться. Задача сделать такие технические решения, которые на блоках и средней, и малой мощности тоже позволили бы, чтобы электрическая энергия была конкурентоспособной и низкой. Это одна из главных ключевых задач. Впереди много работы. На заседании обсудили и развитие новых технологий в атомной энергетике, например, двухкомпонентной, и меры поддержки отрасли, в том числе законодательные. Большое внимание уделено кадровой политике. Страна готовится перейти к новому технологическому укладу. Айзана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В Нерюнгри активно реализуется программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Так, в квартале Р продолжается строительство жилых домов. Первые многоквартирные дома были сданы осенью прошлого года. Они стали новым домом для 126 семей. В ближайшем будущем ожидается введение в эксплуатацию еще 2 домов, квартиры в которых будут переданы новоселам в рамках программы переселения. В настоящее время на стройплощадке ведутся внутренние отделочные работы, начаты работы по благоустройству территории. Окончание строительства будет примерно 1 сентября первого дома, 1 октября второго дома. Заселять, соответственно, будем 1 октября и 1 ноября. Как раз вот к Дню города жители получат долгожданные свои квартиры. Действительно такая длительная история, непростая, переселение из ветхого аварийного жилья, но тем не менее она реализовывается. Еще не все завершено, но вот эти 2 дома, практически 100 семей будут переселены. И это такая большая, серьезная цифра, которую мы в этом году победим. Программа переселения продолжается, мы должны ее завершить в этом году. Ждем дополнительного финансирования от Республики Саха-Якутия. И часть жителей будет переселена еще во вторичное жилье. На днях в якутских соцсетях прокатилась волна возмущения. В самом центре столицы снесли детскую площадку, а освободившееся место оккупировали автомобили. Жители ближайших домов вопрошают, неужели машины стали важнее детей? В ситуации разбиралась Эржена Гармаева. Кривые арматуры, песок и бетонные плиты. Вот и все, что осталось от площадки во дворе домов по улице Октябрьской. На прошлой неделе тут окончательно убрали и горки, и качели, но почему-то не поставив в известность жильцов. Дети могли спокойно здесь играть, и мы, мамочки с колясками, могли здесь присутствовать, следить за старшими своими детьми. То есть все было нормально. Все было целое. Они демонтировали нам еще весной, когда еще был снег, сказав, что вышел срок эксплуатации у площадки и нужно ее демонтировать. Наступило лето, так они вообще нам ее наполовину отрезали, то есть сварили из старых каких-то труб неликвидных. Непонятно что. В центре города живем, и вот такое позор. Жители окрестных домов с сожалением вспоминают. Раньше здесь звучал детский смех, а молодежь занималась спортом. Теперь песочный пустырь полнится только автомобилями, а детвора вынуждена тесниться на единственной скамейке или паломничать по чужим площадкам. Тут немножко отойти, вот где машины припаркованы, там было футбольное поле, баскетбол, чтобы можно было дети играть. Немножко отойти, тут площадка была. Вот можно парковку сделать сзади нашего дома. Вот там было бы очень хорошо. Мы тут сидели, играли с друзьями, играли в футбол. Нам укоротили площадку, убрали качели, все убрали. Нам это не нравится. Мы ходим на другие площадки. Надо ходить. По словам городских властей, собака зарыта в юридических тонкостях. Сама площадка принадлежит управе округа, а земля под ней в собственности жильцов. И случай с домами на Октябрьской не единичный. На балансе управы более 70 площадок стоит, около 80. Это все равно нагрузка на бюджет, и, по идее, бремя ответственности должно ложиться на жителей. Но управляющие компании и сами собственники жителей, собственники в лице жителей не хотят обслуживать, включать тариф. Это большинство так. Поэтому, если площадка, прошел срок эксплуатации площадки, то мы обязаны их снести. Просто обязаны по закону. Управляющая компания «Прометей» не против обслуживать площадку, но новую и благоустроенную. Асфальтирование надо делать, детскую площадку надо делать, детям негде играть, машины негде парковать. Естественно, люди возмущаются. И они ничего не будут платить. Нам даже стыдно проводить собрания, когда ничего нет.
Если пройдет благоустройство, естественно, мы после этого, сразу проведем собрание. Жильцы домов уже написали обращение в прокуратуру Якутска. А пока остается только надеяться, что в обозримом будущем двор вновь станет местом притяжения взрослых и детей. Эржена Гармаева, Семен Семенов, Якутск. Более 18 тысяч бутылок поддельной водки хранил Мирнинц для продажи. Продукцию выдавались за оригиналы двух известных в России марок. Эту партию контрафакта правоохранители изъяли в декабре прошлого года. Суд приговорил мужчину к 2,5 годам условного срока. Еще на 2 года запретили заниматься деятельностью, связанной с продажей алкоголя. На наказание повлияли отсутствие судимости и характеристика обвиняемого. В суде установлено, что подсудимый, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в период с августа по декабрь 2024 года на территории Мирнинского района приобрел и хранил не менее 18 120 бутылок немаркированной водки с целью их дальнейшего сбыта, чем в том числе причинил крупный ущерб 2 крупным компаниям за использование сходных с чужими товарными знаками обозначений на товарах, реализуемых под видом оригинальной алкогольной продукции. В мессенджерах Ленского района появилась информация о том, что большие грузы разрушают дорогу, ведущую через дачные участки, ремонт которой закончился в прошлом году. Сразу после получения данных о нарушении представители администрации района совместно с сотрудниками ГИБДД выехали на место для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. На данной дороге действует ограничение по массе 20 тонн. В настоящее время устанавливается объем нарушений и их участники. Было получено телефонное сообщение о том, что большегрузные транспортные средства перевозят грунт, порогу за дачи. В нарушение дорожного знака водителя будут привлечены к административной ответственности по статье 12.16 части 6, то есть управляет транспортным средством в нарушение правил. Санкции будут наложены на водителей в размере 5000 рублей. Также за данное административное правонарушение повторно будут уже привлечены по части 8 статьи 12.16. Размер будет штрафа в размере 10 000 рублей. Медсправки для водителей станут электронными. Речь идет о выписке формы 003ВУ. Она необходима для получения водительских прав или их замены. Новые правила заработают уже завтра, однако изменения вступят в силу через 2 года. После этого вместо бумажной справки после медкомиссии водителям будут выдавать QR-код и номер документа. Эти данные необходимо предоставить в ГИБДД, чтобы зафиксировать их в базе. QR-код также пригодится при посещении психиатра и нарколога. Общественники уверены, что нововведение поможет в борьбе с поддельными справками. Программа «Земский доктор» ежегодно пополняет кадровый состав сферы здравоохранения республики. С начала ее реализации работать в Якутии приехали более 1500 специалистов. Довольны ли ходом реализации программы на местах земские доктора, узнал Руслан Павлов. Врач-педиатр Владимир Кочеманов всего год практикует в Алданской центральной больнице. Приехал из Санкт-Петербурга, где окончил медицинский вуз. Из северной столицы на другой край страны поманили друзья и привлекательные условия федеральной программы «Земский доктор». Закончил университет, поработал в государственных клиниках Санкт-Петербурга, в частных клиниках Санкт-Петербурга. И вот через общую знакомую узнал про программу «Земской доктор», узнал про город Алдан, связался с администрацией, она меня всячески поддержала, администрация Центральной районной больницы, и приехал в город Алдан работать врачом, педиатром. В Алдане, где на молодых специалистов есть спрос, нового врача приняли с распростертыми объятиями. Опытные кадры всегда рады делиться жизненным опытом, но и сами не прочь перенять современные навыки профессии. Доктор Владимир Николаевич к нам приехал, мы его радужно очень встретили. Он делится с нами своими новыми свежими знаниями. Мы ему свой опыт передаем, так сказать. Вот. Ну, встретили мы его очень хорошо, и он быстро влился в наш коллектив. Мы очень подружились. Вот. У нас какие-то общие темы нашлись. Мне как бы он сыновья годится, и тем не менее очень интересно с ним. С момента реализации программы «Земский доктор» в Якутию из разных точек страны приехали более 1500 врачей и квалифицированных специалистов медицинского персонала. В большей части это молодые люди, готовые к любым вызовам и способные показать свои знания на практике.
В 2024 году эффективность программы составила 100%, привлечен 161 специалист, из них 90 врачей и 71 работник среднего медицинского персонала. В 2025 году у нас по программе запланировано прибытие 112 специалистов, из них 72 врача и 40 среднего медицинского персонала. На сегодняшний день эффективность программы составила 48%, заключено 54 договора. Ежегодно сфера здравоохранения республики пополняется специалистами, однако, как сетуют молодые врачи, на местах проявляется дефицит современного диагностического оборудования, которое позволяет в кратчайшие сроки определить диагноз больного и своевременно купировать различного рода заболевания. В целом, медики довольны условиями и ходом реализации программы «Земский доктор». Ну, на мой взгляд, программа «Земский доктор» работает. Как нашим президентом Владимиром Владимировичем она была утверждена, она уже достаточно много-много лет продолжает эффективно работать. Молодые кадры, они приезжают в города маленькие и начинают тут работать достаточно успешно. Даже у нас в Алданской центральной районной больнице очень много молодых докторов работает. Заключив договор по программе, земский доктор должен отработать на периферии 5 лет. Задержится ли специалист на новом месте, зависит от разных факторов. Но главным остаются условия труда, которые создает в сфере здравоохранения государства. Заинтересовывает, естественно, государство, администрация наша тоже старается. Ну и сами доктора, конечно, они заинтересованы работать, так как наш доктор, он, я смотрю, очень энергичный, у него запас сил такой огромный. Он, я думаю, все-таки останется у нас. Руслан Павлов, Алдан. В этом году в республике планируется ввести в работу 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 врачебную амбулаторию и 1 фельдшерский пункт. Все объекты будут возводиться с использованием модульных технологий. В настоящий момент в эксплуатацию введены 2 объекта в селах Графский берег и Мамайга Намского улуса. До конца года планируется завершить строительство еще 5 объектов, включая врачебную амбулаторию в селе Казачье, ФАПы в поселках Нижнеянск, селах Хаир Усянского района, Оленегорск Алаиховского, Сектях Булунского. 31 июля – День необычных музыкальных инструментов. Издревле считается, что они затрагивают самые глубокие струны душу человека. У народа Саха музыкальный инструментарий не так богат, как устное народное и песенное творчество, но все же есть несколько необычных инструментов. Какие, узнаем далее. Джалякей кюпсюр – ударный инструмент народа Саха. Изготовлен из выдолбленного дерева, обтянутой с обоих концов кожей. А также важно наличие на инструменте дупла. У Саха считается, что Нижний мир – это обиталище злых духов Абага, да? И считалось, что через в деревья, через корни забираются эти злые духи и через дупло смотрят на людей и творят всякие гадости. И иногда, типа, верхние духи, божества, Аи, они это замечают и поражают злого духа, молнией, например, допустим. И из этого дерева можно изготовить, из такого дерева, пораженного молнией, можно изготовить специальный инструмент джалякей кюпсюр, который, как считается, имеет свойство противостоять Нижнему миру и его силу. Большую известность по всему миру получил инструмент хамус. В коллекции Музея хамуса народов мира собрано более 1600 экземпляров из 52 стран мира. Среди них можно увидеть даже самый дорогостоящий. На кадрах хамус, выполненный из серебра и золота, ограненный 16 алмазами. Раньше на этом инструменте играли все народы. Потом начали придумать другие музыкальные инструменты, а хамус потерял свою популярность в других странах. Но народ Саха сохраняет свою культуру, традиции, передавая от поколения в поколение, сохранил этот инструмент. Одним из важнейших событий в музыкальной истории Якутии является то, что профессор Фредерик Крейн из американского штата Айовы передал в дар музею свою уникальную коллекцию – 595 хамусов. В третьем зале находится вся его коллекция хамусы разных народов мира. И здесь можно посмотреть, например, американские хамусы отдельно, английские, шотландские. А самые древние хамусы из его коллекции находятся вот на этой витрине, которые нашли в Европе XIV века.
Примечательно, что в этом году музею Хамуса исполняется 35 лет, а также в Японии состоится юбилейный международный конгресс в органной музыке. Это подчеркивает, как музыка объединяет людей по всему миру, а народ Саха продолжает сохранять свои музыкальные инструменты и передавать знания из поколения в поколение. Даяна Федорова, Лес Ромятников, Якутск. Якутск готовится к всероссийскому ультрамарафону. Старт уже через месяц. Кроме главного старта, в программе чемпионата запланированы массовые забеги для любителей. В рамках марафона Олонху участники смогут выбрать дистанции от 4 до 42 километров. Также состоится чемпионат республики по бегу на 100 километров. Каждому участнику будет выдан стартовый пакет с базовой экипировкой бегуна. В этом году введен новый формат – забег на 4 километра в якутских национальных нарядах, созданный специально для тех, кто хочет не просто пройти дистанцию, но и почувствовать дух предков. Забеги чем отличаются от каких-то крупных профессиональных видов спорта? Здесь медаль получает любой. То есть здесь не важно, какое место ты занял, на какое время ты пробежал. Это твоя личная победа, твое личное достижение. Таким образом, массовость спорта и оздоровления растет в геометрической прогрессии. И сейчас мы все наблюдаем такую тенденцию, что спорт становится уже нормой жизни. Действительно, спортом заниматься модно. В Якутске завершается республиканский турнир по современному панкратиону. Бои проходят в разных категориях среди любителей и профессионалов. Норд-лига – соревнования, посвященные памяти Алексея Никифорова и Игоря Сивцева. Зрители наблюдали за 10 поединками по смешанному боевому искусству и 4 схватками по хапсагаю. Спортсмены показали высокий уровень мастерства и поборолись за звание лучшего. Панкратион является возрождением древнего вида спорта и набирает популярность во всем мире, собирая сильнейших игроков на международных аренах. Я всегда жду молодых, интересных талантов именно в Якутии. Из Якутии вышла целая плеяда бойцов, которые дались в нашей организации, в мировых организациях других. Это Григорий Попов, это Борис Федоров, это Узаир Абдураков и еще много-много совершенно замечательных ребят, которые были у нас чемпионами и выступали в нашей организации. Поэтому я в ожидании найти молодого таланта и пригласить его на какие-то следующие бои. К этому часу это вся актуальная информация. Но я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.